Впервые за время карантина в Кыргызстан экспрессом прибыл крупный железнодорожный состав из Китая с грузом предпринимателей. На станции Аламедин встретили первый состав с 47 контейнерами. В этих контейнерах находится груз бизнесменов рынка Дурдой и других предпринимателей, которые на протяжении последнего года испытывают большие трудности с поставкой товаров из Китая. Об этом на своей странице Facebook рассказал первый вице-премьер-министр Артем Новиков. Важное событие. На станции Аламедин встретили первый состав с 47 контейнерами из КНР. Особо хочу отметить важность мероприятия, потому что в этих контейнерах находится груз кыргызстанских предпринимателей, который доставлен прямым экспрессом из Урумчи. Проблему доставки грузов пользователи социальных сетей неоднократно указывали на моих страницах. В этих контейнерах находится груз бизнесменов рынка Дурдой и других предпринимателей, которые на протяжении последнего года испытывают большие трудности с поставкой товаров из Китая. Инициатором доставки груза была одна из кыргызских компаний, которая занимается грузоперевозками. И именно они провели переговоры с китайской стороной, и груз был доставлен за 5 дней. Казалось бы, все хорошо, но на деле получилось так, что через час после того, как прибыл груз, пришли сотрудники ГКНБ и пытались воспрепятствовать вывозе товаров. Сетует президент Ассоциации рынков Дамира Долюталиева. Я считаю, что, пользуясь случаем, хотела бы обратиться к сотрудникам антикоррупционной службы, сотрудникам ГКНБ и самому президенту нашей страны Садыру Джапарову, который на словах говорит, надо поднимать бизнес, надо помогать бизнесу, руки прочь от бизнеса. Пусть это будет не на словах, а на деле докажет, что этот груз, который до сих пор он не разгружен, и до сих пор ведутся какие-то следственные мероприятия. Хотелось бы, чтобы все это приветствовали, да, в свою очередь. Стоит отметить, предприниматели на рынке Дурдой с начала пандемии коронавируса испытывают постоянные недостатки товаров, так как граница с Китаем была закрыта. Но даже после открытия груз в Кыргызстан проходит только частично. Естественно, предпринимателям это невыгодно получается, потому что проходит сезон и товар становится неактуальным. Мы должны всячески поддерживать такие компании, которые находят пути решения проблем. И хотелось бы призвать властей сократить проверки до минимума. Мы не прочь от проверок, но нужно процесс ускорить, наладить как-то, так как идет задержка прибывшего груза на станции. Товары, прибывающие из Китая через Казахстан, невыгодно для предпринимателей, так как растаможка дорогая. Например, если раньше для растамаживания одной пары приходилось платить 100-120 сомов, то сейчас приходится платить 300-350. Предприниматели просят у властей устранить барьеры в перевозке грузов из КНР через пункты пропуска Торугарт и Иркештам. Раньше стоимость растаможки такой обуви обходилась примерно в 100-120 сомов. Сейчас же обходится в 300-350 сомов. Это почти втридорога обходится нам. На данный момент у нас практически нет других клиентов, помимо граждан Кыргызстана. Самое главное для нас нужно, чтобы правительство снизило стоимость растаможки, и нам было бы выгодно прибытие товаров напрямую из Китая, через Торугарт или Иркештам. Отметим, граница Торугарт-Иркештам была закрыта из-за распространения коронавирусной инфекции с января до сентября 2020 года. С середины сентября их открыли. Торговцы немного поработали, но со 2 октября начались ограничения. Из 300 большегрузных машин начали пропускать по 5. С этого момента предприниматели обращались во все органы, но все перекладывают ответственность друг на друга. Погранслужба отправляет в МИД, МИД в Минэкономики, а там в правительство. Азамат Кенжешев, Тынчтык Кульбаев, Нью ТВ.